Ну, опять ветер на меня гонит. Ух, какой. Так, ветер, слово сказать, восточный. Восточный вроде не рыбацкий считается, как и северный. Не совсем, но можно сказать воркутинский. Ох ты, ветер! Мать тебя за ногу! Вот есть такой способ у рыбаков. Сетку прямо ложат, а потом раз в конце. И на этом попадаются. Так, и у меня попало. Щука-окунь. Ну, ничего. Да плюс, сейчас мы тебя возьмем. Не беспокойся. Пробовал по ветру, и меня пулеметом прямо проносило. Все порвать можно. Сетку не успевал зацепить. Фу, ну сейчас пойду против ветра потихоньку собирать. Веревка же сетей выдержит. Так. Окушок. Вот. Ух ты. Нифига себе. Стой, 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 не падай. Не падай. Не падай. Нормалек. Близко к килограмму. По нашим меркам нормалек. Ну и отвлекся называется. Кусты загоняет. Бляха-муха. Лес густой. Ходит Федя холостой. Так. Еще плотвичка. Щучка. Что-то вроде щучки. Нормалек. Ну это не знаю, грамм 800. Окушок. Кто-то еще. Плотвичка. Ага. Что-то вроде щучки. Сейчас соберем и сделаем вывод. Ага. Что-то попало. Давай, давай, потихоньку. Ну, где ты? Где ты? Вот жизнь бека. В нашей рыбалке вывод очень даже прост. Еще во времена Советского Союза промысловики меня учили, что игры воды, когда она по каким-то причинам поднимается или опускается, самое благоприятное время для ловли сетями. И тут подъем воды на реке вызвал подъем воды на озере. Кочки с прошлогодней травой стало заливать, и мелочь прямо ринулась сюда. Кормовая база на порядок богаче, да и просто теплее и кислорода больше. А щуки тоже не рыжие и ломанулись следом. 90% нашего улова – это рыба, которая попалась на этих кочках с травой. 10% край кочек, а чуть на глубине было совсем пусто. Щука к этому времени уже отнерестилась достаточно давно, а у остальной рыбы нерестом из-за низкой температуры воды даже не пахло. Опа-на! Нормалек. Ну это не знаю, грамм 800. Окунек. Ага. Что-то попало. Давай, давай, потихоньку. Оп.
Ну, палка приплыла от флага. Ну, две сетки. Ух ты, что там? Окунь. Видишь-ка, дерется. Ну, не знаю. Дно закроет. Ты куда, Одиссей? Ух, поглядишь, тут порыв ветра закончился. Нет бы в это время, когда сети собирали, уменьшился. А как собирают, так прямо 9-й вал прямо накатывает. Я сделал ошибку. Валерий Батькевич поехал по левой стороне, а тут восточный ветер прямо с берега сдувал. А по другой стороне затишье около леса. Ух ты! Рыба какая-то метнулась. Вторая скорость. О! Корягу зацепил. Мехов без рукавки грести, елки-моталки. Слегка запарился. Вернее сказать, согрелся. Но без рукавки продуло бы насквозь на озере. О, я говорю, что около этого берега затишье. Так, летний причал утонул, конечно. Фух. Сейчас будем вылазить. Так, пупсик, ты тут мешаешься? Вообще не хочет. Не нырнуть с этой дурой. Нахрен ты тут? На! О, блин. Еще руку поцарапал еще. Хаба! Ну, хотя бы так. Для начала. Так, ну что, за раз 2 сетки смогу отнести? Хоба! Ладно, сделаем вид, что могу. Ой-ой! Что там дергается? Хоба! Я сразу 2 сетки принес. Надо перекинуть. Ну, пока не забыл, ведро тебе сдам. Пост взял, пост принял. Ну, не, все-таки на озере и тут, в лесу, погода в небо и земля. Я вылез и зажарился. Жарко. А там продувает. Там вообще кошмар. Меня заколебал этот ветер. Поддевку убираем. Так, блин, быстро сбрасываем. Попался, да еще закрутился. Да еще снова зацепился. Двойной закрут. Зубами уцепился и отомстил. Закрутился заново. Закрутился. Вот те щуки побольше, они в 35-ку ткнулись, слегка зацепились, дернули и упали. Вон сейчас вон те тоже в легкую, мне кажется.
Смотрите, пол-ведра где-то набирается. Ну, пол-ведра-то, надеюсь, будет. Много вредно, хотя полезно. Так, ну все, погнали. Сама сетка вон сохнет. По сути дела, вот траву где залила, вся рыба короче. Щучки там, да и остальные. Там одна сетка у меня чуть-чуть по глубине, а на глубине ни хрена вот нет. Сразу ведро слегка заполнилось. Как думаешь, эту щуку кинуть? Может, ведро заполнится? Шутка. Мы не платим. Ух ты! А это немножко вроде порвало сетку. Леська 0,2. Раз ты здесь дырень сделала, я вижу дырень допропускаю. Гад. Дырку сделала. Вот сейчас намного легче. О, ты не хотела. Ну, для нас пойдет. Условно можно сказать, пол-ведра есть. Что-то конец тут. Надеюсь, тут рыба не ушла никакой. Вот это опусти, это у меня до земли здесь. Ну, я забоялся, руки делать. Слушай, 3 сетки, в принципе, немного. Ну, я думаю, литров 7 тут есть. Как думаешь? Есть. Щучки хорошие добавили. Из-за них 3 хорошие щучки. Да. И 7 литров. Ладно, нормально. Так, ну что, на Тихом океане мы закончили поход. Ну что, приятель, твоя работа закончилась на весну. Жди лето. Да, ветерок, конечно, будь здоров. Интересно, бомра дровосеком обозвали, валит и валит деревья. А тут общипал дятел всю березу. Ни хрена себе. Мог бы и поаккуратней. Мы бы взяли себе на растопку печки. Ух, да он нифига там все пофигачил. Ну, трудолюбивый товарищ. Ну, работяга. Ну, вообще-то покушать захочешь, так что ж, поработаешь. Ладно. Самое главное оглянуться. Опа! Ну что, Валерий Батькович, рыбацкий поход тоже закончился. Закончился, я тебе скажу, куда в избушке был. Когда дойдем. Да. Ну, ладно. Тоже верно.